сердце можно уместить, но в сердце целый мир не уместишь. Другие страны очень хороши, но Дагестан дороже для души. История образования Дагестана. Вступительное слово предоставляется ученице 10 класса Мурадовой Айшат. 13 ноября 1920 года в Темирхан-Шуре состоялся чрезвычайный съезд народов Дагестана, на котором нарком по делам национальности СССР Сталин по поручению советского правительства огласил декларацию об автономии Дагестана. В своем выступлении Сталин отметил, что Дагестан должен быть автономным, он должен иметь свое внутреннее управление, построенное на основе обычаев, нравов, применительно к своему быту, сохраняя в то же время тесную связь с другими народами, особенно с русским народом. 20 января 1921 года ЦИК принял декрет об образовании Дагестанской ССР. Декрет законодательно оформил выраженную на чрезвычайном съезде волю дагестанцев и заложил юридические основы общей дагестанской национальной государственности. Декрет по своей сути был временной конституцией Республики Дагестан. В нем указывается, что Дагестанская ССР образуется как часть СССР со всей территории бывшей Дагестанской области. Государственные символы Дагестана. Герб, флаг Республики Дагестан. Государственный флаг Республики Дагестан представляет собой прямоугольное полотнище из 3 равновеликих горизонтальных полос. Зеленое олицетворяет жизнь, изобилие дагестанской земли и одновременно выступает как традиционный цвет ислама. Голубой цвет моря символизирует красоту и величие дагестанского народа. Красный означает демократию, просветительскую силу человеческого разума, процесс созидания жизни, мужество и храбрость населения страны гор. Государственный герб Республики Дагестан представляет собой круглый щит, в центральной части которого изображен золотой орел. Над ним изображение солнца, окаменного золотым орнаментом. У основания щита вершины гор, основания и море, в картуше рукопожатия. С обеих сторон проходит зеленая лента с надписью «Республика Дагестан». Родина – это самое великое, самое близкое и дорогое, что есть у человека. Большая она у него или маленькая, тоже зависит от самого человека, от его знаний, умения понимать, любить и беречь Родину. Любовь к Родине сравнивают с любовью к матери. Есть такая поговорка: кто мать родную не полюбит и Родину. И родителей, и Родину мы приобрели с момента нашего рождения. Родину, как и родители, не выбирают. Они даются человеку один раз, навсегда, до конца жизни. Наши отцы и деды крепко любили свою родину Дагестан и твердили, что Родина без нас может обойтись, но мы без Родины никогда. Стихотворение «Дагестан». С ним в разлуке быть нетрудно. Грусть грызет меня подсудно. От вершин его вдали я как тонущее судно, там, где не видать земли. Имя дорогого края не как мой дзынь кричу. Я как будто умирая, я последний звук шепчу. По пути и бездорожьям, как бы ни был далеко, я спешу к его подножьям, будто Дагестану тоже без меня не так легко. Нам с вами тоже выпала честь родиться в таком удивительном крае. Гордитесь, дорогие, вы родились и растете в славном и прекрасном краю, многонациональном Дагестане. Полон край ему силы и величия, полон птиц, чьи песни веселы, и парят над ним, как божьи птичьи, много раз воспетые орлы. Песня про Дагестан исполняет ученица 8 класса Османова Амина. Час дай им дай, увод кузов, а пока
Здесь равнины, горы и моря. Здесь цветут зеленые поля. За друзей бокалы пьют до дна, салам алейкум говорят всегда. Салам тебе, Дагестан родной, салам тебе, край мой дорогой. Дагестан – это древнее название нашего края. Дагестан означает «страна гор». Даг – гора, стан – страна. Многие представляют наш край очень маленьким, но это не так. Площадь Дагестана занимает 50,3 тысяч квадратных километров. Это больше, чем площадь Армении, Эстонии, Молдовы и даже Бельгии, Дании, Швейцарии. Можете посмотреть географическую карту, и вы в этом убедитесь. Расположен Дагестан на крайнем востоке Северного Кавказа, вдоль побережья Каспийского моря. Он граничит с такими братскими республиками, как Азербайджан, Грузия, Чеченская республика, Ставропольский край и Калмыкия. Дагестан – это суверенная республика в составе России. В Дагестане 10 городов, 41 сельских районов, 1639 селений, аулов и поселков. Один из путешественников как-то написал о Дагестане. Племена его многочисленнее, чем племена любого большого государства. Каждая гора заселена своим племенем, каждая деревня говорит особенным наречием, непонятным для других. Дагестан – это не просто страна гор. Прежде всего, это страна многочисленных языков и народов, количество которых, несмотря на все усилия ученых мира, до сих пор не установлено достоверно. И у каждого народа свои прославленные аулы. Один аул известен гончарами, другой – знаменитыми мастерами резьбы по камню, третий – сапожниками, четвертый – кузнецами. В одном ауле хорошие строители мостов и дорог, в другом – прославленные мастера холодного и огнестрельного оружия. Этот аул славен качеством своего зерна, тот прекрасными яблоками, а другой капустой и картошкой. В этом ауле ткут ковры, радующие глаз, в другом делают платки и меховые шапки. Одни аулы гордятся учеными, вторые знатоками арабского языка, третьи канатоходцами, четвертые танцорами и музыкантами. Каждый аул – это маленький мир со своим прошлым, настоящим и будущим. Каждый аул – это уникальный уголок Дагестана, в то же время неразрывно связанный с другими аулами, общностью судьбы и истории. Любой аул богат своим былым, у каждого есть что-то дорогое. Мы память о добре навек храним, оно с годами нам дороже вдвое. Дагестан – это родина более 60 равноправных народов. Не зря Дагестан назвали не только страной гор, но и страной языков. Дружба между народами – это самое дорогое и великое богатство Дагестана. Это сильное чувство, которое может сотворить чудеса на земле. Мы – люди, а значит, без верных друзей труднее нам жить, умирать тяжелее. Без дружбы погиб мой малый народ, великий лишь тем, что любовью живет. Нам верная дружба и песня о ней нужнее, чем воздух и хлеба нужнее. Расул Гамзатов, Дагестан, читает ученик 11 класса Абдул Муталибов Магомед. Когда я, объездивший множество стран, усталый с дороги домой воротился, склонясь надо мною, спросил Дагестан: не край ли далекий тебе полюбился? На гору взошел я, и с той высоты всей грудью вздохнул, Дагестану ответил: немало краев повидал я, но ты по-прежнему самый любимый на свете. Когда утопал ты в слезах и крови, твои сыновья, говорившие мало, шли насмерть, и клятвой сыновьей любви звучала жестокая песня кинжала. И после, когда затихали бои, тебе, Дагестан мой, в любви настоящей, клялись молчаливые дети твои, стучащие киркой и косою звенящей. Веками учил ты и всех, и меня трудиться и жить не шумливо, но смело. Учил ты, что слово дороже коня, а горцы коней не седлают без дела. И все же, вернувшись к тебе из чужих, далеких столиц и болтливых, и лживых, мне трудно молчать, слыша голос твоих, поющих потоков и гор горделивых. Завершим наше мероприятие традиционным танцем лезгинка. Здесь кичи, здесь кичал, здесь кихол, ars